Дорогие друзья, приветствую вас из столицы Каталонии, нашего замечательного города Барселоны. Сегодня мы коснемся вопроса подготовки документов, предназначенных для подачи в государственные органы Испании, а точнее в консульские отделы посольства Испании с целью первичного прошения вида на жительство различных типов. Первичное прошение происходит не здесь, в Испании, а в консульском отделе посольства или консульства Испании в стране вашего проживания. Бывает так, что в государстве, в котором вы живете, консульства Испании нет. Тогда на сайте Министерства иностранных дел Испании можно посмотреть, где расположено консульство Испании, за которым закреплено обслуживание граждан вашей страны. Например, обслуживание граждан Белоруссии относится к компетенции Генерального консульства Испании в Москве. Поэтому документы на вид на жительство граждан Белоруссии нужно будет подавать через консульство Испании в Москве. Здесь в этом видео я не буду фокусироваться на конкретном типе резиденции, а также глубоко не буду касаться смыслового содержимого документов, а расскажу о выполнении общих формальных требований к подготовке пакета документов для любого вида на жительство. Если, например, вы просите туристическую визу, то консульство Испании обычно принимает документы на языке страны, в которой оно расположено, и в том виде, как это принято в документообороте этой страны. Но когда речь идет о прошении вида на жительство, будь то золотая виза, резиденция без права на работу, резиденция для растения семьи, студенческая резиденция, во всех этих случаях нужно приводить ваши документы в вид, пригодный уже для документооборота в Испании. Приведение документов иностранного по отношению к Испании происхождения в приемлемый для внутреннего испанского документооборота вид называется легализацией. Для государств, подписавших Гаагскую конвенцию 1961 года, процедура легализации сводится к проставлению печати апостиля на конкретном документе. Испания и страны проживания наших потенциальных зрителей – это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Украина – все они являются участниками Гаагской конвенции. Что же такое апостиль? Апостиль – это установленная Гаагской конвенцией форма штампа для заверения подписей и печатей государственных чиновников и нотариусов. На какие документы из тех, что подаются на вид на жительство, нужно ставить апостиль? Именно для этого случая нужны три типа документов. К первому типу относится справка о несудимости, ко второму – все документы, заверенные нотариусами, например, на нотариальное согласие одного из родителей на то, чтобы ребенок выехал на ПМЖ с другим из родителей. К третьему – документы, выданные органами ЗАГС. Это свидетельство о рождении, свидетельство о браке, разводе, смене фамилии. По документам, выданным органами ЗАГС, замечу, что в Испании с некоторыми странами имеется межгосударственное соглашение, которое отменяет необходимость легализации именно документов, выданных органами ЗАГС. На справке о несудимости и нотариальные документы все равно нужно ставить апостиль. Например, у России с Испанией такое соглашение имеется. Таким образом, гражданам России не нужно ставить апостиль на свидетельства и справки, выданные органами ЗАГС. Такое соглашение распространяется на документы, выданные в органах ЗАГС до 31 декабря 1991 года в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине и Узбекистане. Какая организация ставит апостиль в стране вашего проживания? Простановкой апостиля занимается вышестоящий орган той организации, которая выдает сам документ. Если мы говорим о справке о несудимости, то апостиль на ней вам поставят там же, где выдают саму справку, в органах МВД. Если речь идет о документе, заверенном нотариусом, то апостиль ставит Министерство юстиции. Обычно есть также много юридических контор, которые предлагают облегчить и ускорить простановку апостиля в Министерстве юстиции. На документы ЗАГС для граждан стран, от которых это требуется, апостиль поставят в самих органах ЗАГС или их вышестоящих организациях. Апостиль ставится прямо на оригиналах документов или на отдельном листе, который сшивается с оригиналом. С апостилем немного разобрались. Идем дальше. Итак, мы имеем справку об отсутствии судимости с апостилем. Оговорюсь, справка о несудимости запрашивается в стране, где вы проживали последние 5 лет. Если вы проживали за последние 5 лет в 2 странах, то придется просить эту справку в 2 странах и проставлять в каждой из них апостиль. Естественно, справка о несудимости
требуется только от совершеннолетних. Теперь по документам, которые заверяются нотариусом. В связи с прошением первичного вида на жительство мы сталкиваемся с двумя документами, оформляемыми в присутствии нотариуса. Первое – это согласие на выезд на ПМЖ несовершеннолетнего ребенка в сопровождении одного из родителей. Такое согласие необходимо оформить, если, предположим, жена с ребенком просит вид на жительство в Испании, а муж пока нет. Точно такая же ситуация возникает, когда в семье, которая просит вид на жительство, есть дети от другого брака. Тогда другой родитель, бывший муж или жена, должен давать согласие перед нотариусом. Второй нотариальный документ, который в некоторых случаях приходится делать, это заявление о предоставлении своего жилья для проживания родственников. Если вид на жительство просит семья собственников жилья в Испании и вместе с ними, допустим, выезжают родители жены, то собственники должны сделать заявление перед нотариусом о том, что они предоставляют свое жилье для проживания указанных родственников. Такое заявление можно сделать перед нотариусом в стране вашего проживания, тогда, как и в случае с согласием на выезд несовершеннолетнего, нужно заверять подпись нотариуса апостилем Министерства юстиции. Такое заявление о предоставлении жилья своему родственнику собственники испанской квартиры или дома могут сделать непосредственно здесь, в Испании, перед испанским нотариусом. Тогда ни переводить, ни ставить на него апостиль не требуется. Согласие на выезд несовершеннолетних всегда делайте перед нотариусом в стране проживания несовершеннолетних. Теперь поговорим про документы, выдаваемые органами регистрации актов гражданского состояния или кратко ЗАГС. Зачем может понадобиться предоставлять эти документы для прошения вида на жительство? Если семья, которая просит вид на жительство, состоит более чем из одного человека, то нужно документально доказывать родственные связи. Если есть муж и жена, то нужно свидетельство о браке. Если к тому же у них есть дети, то нужны свидетельства о рождении детей. Если, допустим, выезжает мать с ребенком, и в свидетельстве о рождении ребенка фигурирует не прежняя фамилия матери, а фамилия от первого брака, то нужно свидетельство из ЗАГС о смене фамилии. Если, не дай бог, один из родителей ребенка умер, то понадобится его свидетельство о смерти, чтобы показать, что этот родитель не может дать согласие на выезд. Таким образом, подводя итог, по документам из ЗАГСа, если речь идет о прошении вида на жительство на семью, состоящую более чем из одного человека, то нужно досконально документированно показать, кто кому приходится, и при этом не должно остаться ни одного сомнения, ни вопроса ни по фамилиям, ни по родственным связям. Как раз для этого и служат документы, выдаваемые органами ЗАГСа. Объяснить в консульстве Испании что-то на словах не получится, поскольку консульство не принимает решений, а лишь принимает документы и перенаправляет их в Мадрид в компетентное ведомство. Задача консульства – принять у вас пакет документов, из которого все предельно ясно. По необходимости проставления апостиля на документах, выданных органами ЗАГС, я уже сказал ранее. Для граждан одних стран это нужно делать, для других нет. Кроме справки о несудимости, нотариальных документов, документов, доказывающих родственные связи, еще хочу остановиться более детально на медицинской справке. Апостиль на ней не ставится. Она может быть выдана любым квалифицированным врачом частной или государственной поликлиники. Главное требование, чтобы справка содержала фразу «Настоящим удостоверяется, что гражданин такой-то не страдает заболеваниями, которые могут нанести вред здоровью людей, оговоренным в международном положении санитарии от 2005 года». Вот такой текст. Медицинские справки представляются от всех членов семьи, от взрослых и детей без исключения. Еще одним важным документом, который фигурирует в любом списке документов на вид на жительство, является полис медицинского страхования страховой компании, аккредитованной на территории Испании. Если вы являетесь владельцем недвижимости в Испании и ваше намерение получить резиденцию Испании абсолютно серьезно и бесповоротно, то лучше всего оформить медицинский полис здесь, в Испании. Такой полис не нужно будет переводить на испанский язык, ни каким-либо другим способом легализовывать. Если у вас есть сомнения и вы хотите сэкономить на начальном этапе деньги, то можно сделать полис страховой компании в вашей стране. Этот полис должен быть для постоянного проживания за границей, без франшизы, с покрытием 365 дней в году. В особенности это имеет смысл делать, если выезжает большая семья с детьми и престарелыми родителями, и испанский полис на такую семью будет стоить ощутимых денег.
Для студенческой резиденции вполне подойдет и такой полис, сделанный страховой компанией в стране проживания студента. Требования к нему те же, о которых я уже сказал. Если вы просите золотую визу или резиденцию без права на работу, впоследствии рекомендую сделать медицинский полис испанской страховой компании и уже на продление резиденции через год здесь, в Испании, идти с ним. Все ранее перечисленные документы, а также все остальные документы, например, подтверждающие финансовую состоятельность просителя, декларации, договора аренды, справки об отсутствии задолженности по налогам, прочие документы не испанского происхождения, которые предоставляются для прошения резиденции различных типов, нужно переводить на испанский язык. Причем требования по переводу бывают двух типов. Первый тип перевода – это простой перевод. То есть перевод выполняется грамотным квалифицированным переводчиком, и страницы с переводом прикладываются к документу на языке страны вашего проживания. Причем на переводе никаких отметок переводчика, его печатей, штампов, подписей не ставится. Как не ставится никаких текстов, не содержащихся в оригинале документа. С первым типом перевода все очень просто. Есть оригинал документа и его перевод по содержанию в точности соответствующий тексту на оригинальном языке. Второй тип перевода – это перевод, заверенный отделом легализации консульства Испании. Как выполняется этот перевод? Сразу скажу, что консульство Испании переводом документов не занимается. Их отдел легализации может только заверить копию документа или заверить правильность готового уже перевода на испанский язык. Таким образом, чтобы сделать заверенный перевод, нужно выполнить простой перевод документа на испанский язык, без каких-либо отметок и печати переводчика и оставляя место под штамп консульства. Затем оригинал документа и его перевод сдать в отдел легализации консульства Испании, и через несколько дней вам вернут документ, сшитый с переводом с соответствующими печатями консульства. Вот вы и получили документ с заверенным переводом, действительно на территории Испании. Оригиналы, справки о несудимости, медицинской справки, страхового полиса, оформленного в стране вашего проживания, справки из ЗАГС о смене фамилии, нотариального заявления, разрешающего проживание в принадлежащем вам испанском жилье, отъезжающих вместе с вами родственников, согласие на выезд на ПМЖ несовершеннолетнего от родителей, который не едет вместе с ним. Все эти документы предварительно сдаются вместе с простым переводом в отдел легализации консульства Испании, и там оригинал и перевод сшиваются вместе. И на выходе мы имеем легализованный документ. Оригинальные документы, такие как свидетельство о рождении, свидетельство о браке, разводе, смерти, не являются одноразовыми, а выдаются один раз и навсегда. Поэтому, чтобы их не портить, сшивая с переводами, их сдают вместе с ксерокопией и простым переводом. Отдел легализации заверяет копию и сшивает ее с переводом. Таким образом, ваш документ остается целым и невредимым. Очень важный комментарий по переводам. Переводы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне. Если консульство найдет несоответствие, то перевод вам вернут без заверения. Учитывая, что часть документов имеет срок действия 3 месяца, и пока вы носите, забираете, переделываете переводы, можете что-то просрочить, и все пойдет сначала. Остальные документы, которые я не назвал выше, на языке страны вашего проживания, например, так называемые экономические гарантии, декларация о доходах, договор аренды, свидетельство о собственности на недвижимость в вашей стране проживания, справки об отсутствии задолженности по налогам, выписки из Государственного реестра юридических лиц, объяснительные записки к пакету документов и любые другие здесь не названные документы, эти документы тоже нуждаются в переводе. Можно ли ограничиться простым переводом или нужно этот перевод заверять, это решает конкретное консульство в конкретной стране согласно директивам свыше. Замечу, что заверение консульством переводов услуга не из дешевых, а документы для подтверждения финансовой обеспеченности, как правило, достаточно объемные. И хорошо бы, если дело закончилось простым переводом, но это уже решает консульство. Расценки на заверение переводов и копий вы можете посмотреть на сайте консульства или посольства Испании, обслуживающего ваш консульский округ. Примерно скажу, что 30 строк текста обойдутся примерно в сумму, эквивалентную 30 евро. Заверение копии одной страницы текста порядка 4-5 евро.
Как правило, расчеты в консульства ведутся в национальной валюте того государства, где оно расположено. Есть еще один тип перевода, равнозначный заверенному консульскому переводу. Это присяжный перевод или, как он называется в Испании, traducción jurada. Если ваше консульство Испании, к которому вы прикреплены, находится в другом городе или в другой стране, то можно отправить документы курьерской почтой или приехать в Испанию и в кратчайший срок выполнить присяжный перевод любых документов. Переводы документов, выполненные таким образом, равен по значимости заверенному консульскому переводу. Справки, выданные испанскими банками, письма из испанского колледжа или университета о зачислении вас или ваших детей на учебу, документы о прописке из испанских муниципалитетов, заявления, сделанные перед испанскими нотариусами, испанские купчие на недвижимость, выписки из регистра собственности и прочие испанские документы не нуждаются ни в какой дальнейшей обработке, а подаются так, как есть. Теперь о сроке действия документов. Справки о несудимости, медицинские справки, справки и выписки из банка, выписки из регистра собственности Испании, названные выше справки, действуют 3 месяца. Испанский страховой полис имеет дату начала действия, но даты конца не имеет. А вот полисы, выписанные в других странах, могут иметь дату окончания. Поэтому при подаче документов следите за тем, чтобы полис покрывал ближайший год. Если вы задерживаетесь с подачей, то перепишите полис на более поздний срок. Нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего старайтесь делать на срок до совершеннолетия или как можно более длительный срок. То же самое с заявлениями, разрешающими проживание отъезжающих с вами близких. Делайте их на срок 3-5 лет или более. Еще раз пройдусь по документам, по которым в 100% случаев нужно будет делать консульское заверение переводов или выполнять присяжный перевод. Это справки о несудимости, медицинские справки, страховой полис, оформленный в стране вашего проживания, не испанский, все свидетельства о браке, рождении и справки из органов ЗАГСа, нотариальное заявление, разрешающее проживание, принадлежащее вам испанском жилье отъезжающих вместе с вами родственников, а также нотариальное согласие на выезд несовершеннолетних. И последний важный комментарий. Когда вы подаете документы на любой тип вида на жительство в Испании, вы должны сделать ксерокопию с каждого готового, уже легализованного документа вместе с переводом. В момент подачи в консульство Испании будет произведена сверка копии с оригиналом, и все оригиналы вам будут возвращены. Они вам будут служить в дальнейшем при получении карточки резидента, а некоторые документы еще и для всевозможных других целей. Например, декларация о доходах вам послужит для доказательства происхождения средств. Свидетельства из органов ЗАГС не теряют силы, и вы всегда здесь сможете доказать родство и так далее. Поэтому рекомендую все документы бережно сохранить. Далее покажу вам, как должны выглядеть некоторые из основных документов в легализованном виде, пригодном для подачи в консульство Испании для прошения первичного вида на жительство. Итак, мы видим справку о несудимости. Вот. Шапка, Главное управление Министерства внутренних дел и так далее. Входящий номер, дата, номер справки, такому-то, 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 год рождения такому-то, уроженцу такого-то города. Сведений о судимости не имеется. И дата, подпись. Мы видим обратную сторону этого же документа. Прямо на ней стоит апостиль. И вот мы видим, что подпись вот господина Триндюка заверена Министерством внутренних дел. Заверена она апостилем, как гаагским апостилем установленной формы. Вот. Дальше. Эта справка с обратной стороны имеет апостиль, и к ней пришит
перевод. Идет вот в верхней части документа идет перевод самой справки, чуть ниже идет перевод апостиля. Вот мы видим входящий номер консульства Испании, марку консульства Испании и печать отдела легализации Испании, которая говорит о том, что этот перевод соответствует этой справке. Затем все эти перевод и справка, они сшиты между собой Генеральным консульством Испании. Вот видите, стоит печать Генерального консульства Испании. Собственно, вот и все, что можно сказать по справке о несудимости. Итак, вот мы видим свидетельство о рождении. Это классический документ, выданный органами ЗАГС. Причем это не одноразовый документ, как справка о несудимости, а это документ, который выдается один раз и на всю жизнь. Да? То есть поэтому мы его не можем сшивать с переводами. Да? И поэтому мы должны сначала сделать его копию, ксерокопию, и как бы заверить копию документа. Да? В данном случае, как мы сделали? Мы сосканировали свидетельство о рождении, уменьшили его в размере и расположили его вместе с переводом на одном листе. Так его будет удобно использовать в дальнейшем. Да? Также мы оставили немного места для того, чтобы консульство Испании могло поставить свои печати. Вот как мы видим, что на других документах была одна печать, а на этом документе две печати. Да? Значит, первая печать заверяет копию оригинала свидетельства о рождении, копию, снятую с оригинала свидетельства о рождении, а печать номер 2 удостоверяет, что перевод соответствует вот этому приведенному оригиналу. Также мы видим, как и в других случаях, входящий номер консульства Испании и марку консульства Испании. Собственно, вот легализованное свидетельство о рождении. Также может выглядеть и свидетельство о браке, и какие-то другие свидетельства, которые выдает органы ЗАГС. Вот. Хочется отметить, что мы здесь не наблюдаем апостиля, потому что свидетельство о рождении российского происхождения, поэтому, так как у Испании с Россией есть соглашение о том, что документы, выданные органами ЗАГС, не подлежат легализации, соответственно, апостиль для российского свидетельства о рождении не требуется. Поэтому мы нигде не видим его ни перевода, нигде и следа апостиля мы не наблюдаем. Все, что можно было сказать по свидетельству о рождении. Итак, вот согласие, данное перед нотариусом. Я такой-то, такой-то, пол мужской, паспорт такой-то, проживаю там-то, даю свое согласие на выезд на постоянное место жительства и проживания в Испании моего несовершеннолетнего сына такого-то, такого-то года рождения. Тут его идут данные, номер свидетельства о рождении, вместе с матерью, по адресу. И дальше идет адрес проживания в Испании и период с такого-то по такое-то. То есть, как я говорил, нужно период делать как можно больше. И вот его подпись заверена. Это второй лист. Здесь проставлен апостиль и сшит с согласием. Мы видим апостиль, где заверена подпись нотариуса. Заверена Минюстом. Дальше мы видим, что само согласие сшито с листом, на котором проставлена апостиль и заверена печатью Минюста. Это перевод на испанский язык. Переводить нужно как само согласие, так и печать апостиля. То есть все, что есть в документе, все, каждую букву, каждое слово, все нужно переводить. Все переведено. Стоит вверху уже входящий номер
консульства Испании, наклеена марка консульства Испании, и также стоит печать отдела легализации консульства Испании, который признает, что этот перевод соответствует этому документу, к которому он пришит. И вот мы видим обратную сторону всех этих документов, они все сшиты между собой и скреплены печатью консульства Испании. Итак, мы видим медицинскую справку. Дана такому-то, такому-то, год рождения такого-то, в том, что она прошла медосмотр в поликлинике, заключение состояния удовлетворительное, что такая-то, такая-то не страдает заболеваниями, которые могут нанести вред здоровью людей, оговоренному в международном положении о санитарии 2005 года. Далее подпись врача, печати, дата. Вот, собственно, и все. Этой справки хватило, чтобы получить вид на жительство. Далее мы видим перевод всего того, что есть на справке. Входящий номер консульства Испании красным отмечено. Внизу мы видим марку консульства Испании и печать отдела легализации консульства Испании, говорящая о том, что перевод соответствует оригиналу. Далее мы видим обратную сторону вот этого документа. Справка сшита с переводом и стоит печать консульства Испании. Вот, собственно, все, что можно сказать по медицинской справке. Единственное, что остается добавить, для наших клиентов, покупателей недвижимости, мы можем оказать дистанционную поддержку в подготовке и подаче пакета документов на вид на жительство любой степени сложности, а также в случае положительного результата, который при работе с нами неминуем, здесь, в Испании, не только можем подготовить и сопроводить вас отдел по работе с иностранцами для получения первой карточки резидента и при последующих продлениях, а также оказать вам всестороннюю информационную поддержку и налоговое консультирование на протяжении вашей жизни здесь. На этом пока все. До новых встреч на нашем канале и, конечно же, в реальной жизни в нашем офисе в Барселоне. Чао!